Добрый день! В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Историческая победа. Российский клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3-2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Игра проходила в Португалии. За несколько дней до матча выяснилось, что Краснодару из-за травмы не сможет помочь основной нападающий Ари. Эксперты признают, «Порту» очень сложно обыграть на домашнем стадионе Драгау, на котором во вторник присутствовало более 40 тысяч болельщиков. Последний раз «Порту» проигрывал на своем поле Ливерпулю 17 апреля этого года. Стоит отметить игру полузащитника Руслана Камболова, который безошибочно действовал в центре поля и не позволял атакам португальцев стремительно набирать обороты. В раунде плей-офф Краснодар сыграет с греческой командой «Олимпиакос». Всемирное антидопинговое агентство удовлетворено заявлением Международной федерации тяжелой атлетики, которая временно отстранила 5 российских спортсменов на основе данных Московской антидопинговой лаборатории и ожидает больше подобных заявлений от других спортивных федераций. Временное отстранение отчитывается с 12 августа этого года. Отстранение спортсменов стало первым подобным случаем. Всемирное антидопинговое агентство заявляет, это отличное развитие чистоты спорта. 23-летний российский теннисист Даниил Медведев переиграл британца Кайла Эдмунда в матче первого круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов в Цинциннати. Соперники встречались в 4-й раз в истории. Оба теннисиста одержали по 2 победы. В минувшее воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии «Мастерс», который проходил в канадском Монреале. Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю. После этого Медведев переместился с 9 на 8 место в мировом рейтинге. Международная федерация футбола ФИФА оштрафовала английский Манчестер Сити за нарушения, связанные с переходами и регистрацией игроков, не достигших 18-летнего возраста. Дисциплинарный комитет принял во внимание тот факт, что Манчестер Сити взял на себя ответственность и наложил на клуб штраф 370 тысяч швейцарских франков. Ранее сообщалось, что за данные нарушения на Манчестер Сити может быть наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В первом туре нового сезона чемпионата Англии Манчестер Сити, который является действующим чемпионом страны, разгромил Вест Хэм со счетом 5-0. Ранее команда стала обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти Ливерпуль. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, участвовавших в голосовании на официальной странице Международной шахматной федерации. Он набрал 36% от общего числа голосов. На втором месте расположился советский и российский шахматист Гарри Каспаров, набравший 28% голосов. На третьем месте американец Бобби Фишер. За него фанаты отдали 25% голосов. Карлсен является действующим чемпионом мира с 2013 года. Также он является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг мировой шахматной организации. На тот момент ему было 19 лет. Кроме того, Магнус 5 раз завоевывал премию «Шахматный Оскар», которая вручается за выдающиеся спортивные достижения, показанные в течение года. «Заря» возвращается в игру. Команда будет заявлена в высшей лиге чемпионата России. Это единственная команда, которая защищает честь Якутии в игровых видах спорта на уровне чемпионатов России. Спустя год возвращается на большую арену. Команда с сентября начнет новый сезон чемпионата России в зоне Запад высшей лиги. Компанию якутянам составят легендарные московские «Спартак» и «Динамо». Первый тур высшей лиги начнется с московским «Спартаком» 7 сентября. Сейчас у футболистов проходят сборы в Якутске и уже скоро вылетают в Москву, где проведут контрольные матчи. Уже есть договоренность с Норильским «Никелем», московским «Динамо» и Красной гвардией. «Заря» планирует провести несколько матчей на домашней арене и порадовать якутских болельщиков, которые наверняка соскучились по матчам чемпионата России. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.